Так, это вниз. Это нужно сюда. Вот так. Вот так вот. Это наверх. Так, ну что, ребята, достаем игрушки. Наши игрушечки, друзья. А вы где спрятались, мои друзья? Это новое. Это новое. Это новое. Так, нужен поводочек. Пойдет. И воблерки. Раз. Два. И вот новенький попробуем. Ах, блесна пока уберем. Ребята, всем привет! Очередная рыбалочка. Опять жара, ребят. Конец июля уже. Короче, сегодня с Илюхой, ребят. Рванули опять на верховье Сысолы. Просто порыбачить. Ну, рыба не берет, ребят, в течение месяца уже. Фидер молчит. А сплавы какие-то. Вообще тоже тишина. Решили, ребят, сорваться, порыбачить. Будем добираться сколько сможем. Все будем тренинговать. Ну, как обычно, на вечер продольничек. Ночуем и утро опять троллим. Вроде как троллинг еще рыбу достает, а вот, допустим, добрались до села, выгрузились, загрузились и погнали. Время у нас сколько? 54, ребят. Ну вот, это часика 4-5, наверное, будем тренинговать, будем все подниматься. Пол-пятого. Ну все, ребят, что, попробуем что-нибудь наковырять. Опять много шмурдяка. Ну, всякое разное, как обычно. По дороге где-нибудь остановимся, немножко копанем. В этом ритме. Ладно, в бой. Прикупил, ребят, воблерок новый, Касадака. Тут уже заглубление у нас получается. Так, почти 10 грамм и 1,5-2,5 заглубления. Попробуем ее. Вот этот цвет показал, в принципе, тот раз. Достал судака. Вот такая расцветочка. Не знаю. Такого диаметра. Илюха тоже будет пробовать на Касадаку. Вот такой расцветки. Получается, они практически одинаковые. Не практически, они одинаковые. Они одинаковые есть. Да, даже горбы одинаковые. Просто цвета разные. Да. Зелененькая и серенькая. Вот попробуем, ребят. Опа, крючка тут нет, ну ладно. Один обломанный, смотри. Ну, я видел. Пробуем, ребят, вот на такие воблерки сегодня. Ценник, конечно, кусается маленько, но ладно. Воблер хороший. Рабочий. Пошел, родной. Ну что, попробуем? Сразу будет, наверное, колотить, ну, да? Да. Я еще не знаю, попробуем, что там. Ну, тут раз, когда мы с тобой ходили, вся со дна рыба. Нет, пока не задевает. Пошел, родной. Поклевочка первая. Ну, что-то очень мелкое. Вообще мелкое. Что там у нас? Ого. Вот это шук. Вот это малышка. Тихо, 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 тихо. Тихо, девочка, тихо. Она уже, смотри.
Что-то ее кто-то или уже воблером косанул. Давай, подруга. Вообще непонятно было, я думал, так маленько зацепилась. Вот бодается, вроде бодается. И как рыба прячется. Смотри, что творится. Вот такая расколушка здесь для лодки у нас. Ну вот. Ребята, бреднем пошли. Что, ребят, так как обычно, под вечер миножик копанем. Быстро-быстро и дальше пойдем. Одна щучка не крупная. У нас за заход. Полчаса поднимались. Ну тут все вы уже выдолбили 100%. Тут столько лодок проходит за это время. Утром 5, вечером 6. Много. Вон пацаны местные, деревенские, бредничат. Ладно, сейчас быстро миножек. Штук 20 и дальше. После дождей-то, да? Немного подостыло. Водичка-то. Оп, оп, пачки. Погнали. Сейчас копанем. Быстренько. Заодно искупаемся, что. Тоже надо освежиться. А? Да как потом быть, что ему? Вручную, что ли, подносить? Ты занимайся делами, а я что, копаю? Опа. Есть, Илюха. Я даже увидеть ничего не успел. Все в рожу, смотри. Да ничего, искупнешься, что ты переживаешь, Илюх? Давай, давай. Так, ну, многие ребят в курсе, что за движуха, что за насадочка. Сейчас вам покажу поближе. Вот достаем мы кочки. И вот немножко надо поковырять их. Потому что вот она, ребят. Смотрите, вот такая штука. Вот на нее хищника мы добываем. Все, ребят, минок накопали. Можно искупнуться. Вода бомба. Блин, вот это лето в этом году, конечно. Блин, в прошлом году вообще лета не было. Дожди были. Огонь? Вот это там до конца так мелко, да? Да, полностью. Перетянуло песком все, но. Бутылку дыряем, ребят. И как бы этот за борт, она вот плывет за нами. Ощущается чистым водичкой, ну и кислородом получается. Вот таким макаром. Все, сейчас стопим ее. Пускай до конца уходит. Она наберется, пробку открой, она воды наберется. Чуть-чуть приоткрой. Наберется воды, потом обратно. Закройся. Сейчас вылетят у нее. Что не выйдет, все хорошо. Ну что, мы дальше в бой. Немножко накопали. Все, погода как бомба. Лето просто шикарно. Идем дальше. Лодки только спускаются. Понятное дело. Надо бы в Верховье забраться. Вот там бы рыбалочка была. На ночь. На уху-то на ночь наловить. Поклевочка. Что там, Илюх, зацепил? Мелкая щука. Мелкая щучка. Диско, ты что так проводишь? Как ее брать-то? Да я сам достану.
Ну, видал какая? Вообще. Зацепилась, как смотри. Вообще малышки. Ой, господи, блин, тут реально уже все выкосили, слышь, Илюх? Просто реально все выкосили. Да, тут уже ничего не осталось. Тут столько, блин, транспорта проходит, это жесть. Вон, пожалуйста, вон, лодка спускается. Надо, братан, ехать выше. Да, Далеко. Так, поклевочка, ребят. На обрывах. Тоже не крупная щука, походу. Ну, так и есть. Щура гайка. Так ее и надо было отпустить. Я бы ее съел в ухе сегодня, поверь мне. Скоро уже ночевать, а у нас еще ничего нет. Это уже можно было сварить. Ловить, Илюха. Кстати, проплаваем, ребят, места, где вот судака мы в прошлый раз поймали. Вот эти ветки, коряги. Маленькая щучка. Ну тут, блин, ребят, троллинг, походу, сделает свои вещи. Выкосил все напрочь вообще. Ой, прям неинтересно, прям вообще. Третья за подъем пока. Третья пока за подъем. Вот такие дела. Ребят. Ну вот, немножко съели бензика. Бачочек. Ребят, заветные места. Такой коряк, такой дровяник капитально лежит. Вот здесь джигом надо работать. И глубина позволяет. И завал хороший. Вот здесь с утра попробуем с Илюхой, наверное. Четко, вообще классно. Так, ребят, хотели вот вдоль вот этих баллонов проплыть. И вот у нас поклевочка у Илюхи. Сейчас, не кипишуй. Вот, видишь, не зря так маханул здесь. Сейчас у нас, ребят, подсака нету, к сожалению. Ну, второй подсак за сезон, короче, теряем. Ну, не очень что-то. Или крупно, не понимаю просто. Давай, не кипишуй, или хватно сейчас. Сильно не заматывай. Да ладно, что там крупнее. Нормально. Вот и уха у нас что, с петуха. Вот и уха у нас, да. Вот и Просто она изначально просто взяла и встала. Ну вот ушиться, да. Да? Уха наша. Отлично. Это наш ужин. Угу. Вот, рюкзаку не ложи, давай сюда лучше поставим. Потому что это будет хана. Вот так вот. Ну вот, ребят, проплыли, короче, вот так и решили махануть. Но сработало, да, сработало. Сейчас так находиться, подожди. Я скоро выйду. Потом закинемся. В прошлый раз здесь же где-то взяла, ведь, да? Помнишь? Нет, Вальса. вот там Да, взяла, да. вот там взяла. Добрались до местечка, до лагеря нашего сегодняшнего. Сейчас вещи выгружаем. Сумки, холодильники. Что на берегу, что туда подымем сейчас. И продольничек сразу же, наверное, продольничек поставим. Место посмотрели. Не знаю, пока как будто не нравится. Но сюда в яму, ну там дрова вот такие лютые. Тоже как будто ставить неохота. Можно вот отсюда до ямы. Тоже непонятно. Блин. Илюх, кстати, смотри, Илюх. Можно вообще вот здесь поставить. Вот так. До ямы. Тоже будет как тема. Ладно, ребят, что, разгружаемся. Продукты. Всяко разно. Снасти.
Снасти на берегу оставим. Ну проплыли, что. Подъемчик был. Так, с километров может 7-8. Короче, 5 с тем. Груза, да? 4 щурогайки у нас, ребят. Одну вот на поесть взяли. Уху хотим сделать. В этом сезоне еще ухи у нас не было хорошей. Вот хотим ухи Так, поесть. под мусор что-то есть, да? Под мусор сейчас найдем что-нибудь. Ребят, сейчас мы оденемся по-быстрому. Вещи вот так пришлось привезти. Теплые. Костюм. Костюмчик. Так, что там? Это у нас горочка теплая. На ночь. Портуха. Носки здесь. Ребят. Взял забродники новые. Те вообще уже в хлам, блин. Разошлись. Все. Не пожалел денег, взял. К осени как раз все равно нужны были. Пришлось взять. Сезон не доходили, блин. Я думал, сезон доходит. Обычно на сезон и хватает, блин. А тут что-то рано в этом году. Вот здесь обычно идет в хлам на сгибе, то бишь сапога, и вот уже на эту. Почему-то получилось здесь, вот здесь трещина пошла. Ну такие дешманские, не особо такие качественные. Ну вот, с этой застежкой уже. Ладно, сейчас одеваемся быстро. Илюха одевается тоже. И пойдем продольничек поставим. Вот. Гнусяра вот так жрет. Понимаете, да? Сейчас, ну, как раз вот видно на носке. Вот. Вот она лезет в уши, в бороду мне запутывается. Постоянно там жужжит. Глаза вообще. Вот почему прописываю, но раз ролики, то что вот мошка. Но на самом деле, вот как будто сейчас ее не видать, потому что она очень маленькая. А так ее очень много, и она жрет просто моментально, блин. Я просто иной раз удивляюсь, сколько мощи вот этой маленькой штучки, блин. Жесть. Она же иной раз кусает сильнее, чем ну, вот этот овод большой. Прогрызает вообще махом, блин. Так, как обычно, груз, ребят, у нас. Многие пишут: Андрюха, ну я, говорит, все понимаю, но, говорит, вы оставляете его, да, на дне. Ну, иной раз стараемся, ребят, доставать. Просто много это не показываем, как бы. Ну, нет, достаем. Килограмм 20 получается у нас груз. Нет, достаем и высыпаем. Тяжелый, да, базара ноль, ребят, признаюсь, то, что оставляем. Тут делаем петельку под продольник. Все. Вечереет уже. Ну вот, ребят, это решили вот в этом объекте поставить. Место для нас новое, вообще непонятное. Фарватер вот так, здесь старица небольшая, и здесь вот яма, выход. Мы где-то вот с выхода начинаем и в яму спустимся. 4 метра у нас где-то на шнуре. Посмотрим, сколько здесь. Он Илюх встал махом вообще. Здесь вообще глубины нету. Ну вот пока отойдем, как раз полторашка, как раз остальные крючки загрузим. Да. Я тоже так думаю. Вот. Это он так встал. Вот так и начнем. Вяжись. Ну, не знаю, может метр 20 глубина. Немного показываю момент, как мы все это дело делаем. Ну, это коллективная работа. Я, допустим, разматываю основную леску. Вот у нас петелька. Здесь у нас поводочница. Насаживаю поводочек через застежечку. Все готово. Илюха насаживает. Минойки такие юркие. Надо уметь тоже держать их. Вот на берегу вот я вот использую песок, руки облепливаю песком, и вот она держится потом. Обязательно нарываем губу. Так как минуга нет, сразу махом зарывается. Вот и на прокол ее получается.
Насаживаем. И отпускаем. Короче, у нас тут маленько были нюансы по продолинку. Течение не начало тащить основную леску. И, короче, там поводки запутались за корягу. Короче, много нюансов было. Все стемнело уже, блин. Ну вот мы только вроде как раскидались. Все, идем на лагерь. Время у нас уже, ребят. Сейчас посмотрим, сколько времени, Люх. О, уже 11 час, представляешь? Ну, я тебе говорю, что нам. Сейчас кушать приготовим, можно потом обратно уже уезжать. Ну, как быть, что? Так получилось. Так. Собери. Сейчас соберемся. Там пакет с овощами надо взять. Опа. Что, ребят? Опа. Все, белые ночи закончились. Настали черные. Конец июля. Темень темнющая уже. Все. Да, 11 час. Только, блин, раскидались. Ну ничего. Опа. Придется попозже встать. Так, ладно, что, сразу освещение ставим. Только ничего такого нет, а он квас есть, да? Нормально все? Единой, да? Ну, завтрак будет что хороший. Гречка. Гречка, вот, сейчас делаем гречку. Че, уха сегодня отбой, да, Илюх? Уха отбой, говорю. А что, когда, Андрюх? Поздняк уже, конечно. Да, конечно, когда это, пока мы все это сделаем. Давай, Казань. Сейчас, давай. Палатку здесь поставим, да? Да, конечно. Вон сюда. Тут и занырнем. Так. Вода, кофе. Туалетная бумага здесь. Ну вот, ребят, вроде как на месте. Здесь ребята тоже отдыхают. Такое у них, как типа импровизированное спальное место. Накрываются чем-то на и отдыхают. Вот такие пироги. Снимал, конечно, все время. У нас сегодня, ребят, новая горелочка. Только Илюха показал, надо ее заводить потихонечку. Так, немножко. Это бюджетный вариант. Бюджетный, да? Есть дело. Нога. Ну, то зашло. Опа. Ого. Серьезная такая, Люк, слышь. Так, ты что, воду я выливаю тогда? Чайник ставим? Чайник давай, да, вот сюда перельем. Андрей. Давай, я просто поднял. Потому что кофейку потом надо будет что, туда-сюда. Вот, ребята, до сих пор пользуемся котелками. Все это дело по стариночке. Вот у них такой набор. Чайный или пивной, или какой. Ну, тут всякие, наверное, мне кажется. Ну да, всякие. Ну. Давай, чуть-чуть капнем, сполоснем. Все эти банки, ребята, я думаю, все, наверное, знаете. Вот смесь анистожена, у каждого есть дети. Давай, наливай, только воду всю не сливай потом. 2 кружки нальем еще. Опа, стоп. В гречку все равно воды надо будет. Ну да, базар, ну. Так располоснем чуть-чуть. Хватит за глаза. Речная вода, ребят. Ничего, нормально готовим. Все вроде в норме. Все хорошо. Все, понеслась. Сколько пакетов? Да, пакета 4, наверное, придется все пахнуть. Думаешь? Да, конечно. Немного будет? А ну, Андрюх, смотри, тут 100 грамм. Что за? Распарится же. Ну, я знаю, что. Ладно, что. Это 4 бахнет.
Ребят, давайте подытожим сегодняшний день. Ну, после обеда мы, наверное, выплыли и начали подниматься троллингом. Ну вот, всеми известной тут сейчас современной такой рыбной деятельностью. Ну, в нашем районе, ребята, что вот прошли мы вот этот маршрут, это, конечно, труба. Мы сейчас доплыли, получается, до... Это, Илюх, поселок или что это? Село, да, тоже, да? Санева? Да. Население. Население. Получается, мы сейчас дошли со своего поселка, с этого, с откуда стартовали, тоже население. Немного объясню, что вот Сысский район, вот река Сысово, получается 48 населенных пунктов. И мы доплыли вот до одного из них, получается. И ну, что туда, что наши ребята подъезжают, что они сюда спускаются. Ну, здесь постоянно, ребят, движуха, так скажем. Ну, реально щука выбивается, и это по-любому выбивается, потому что, ну вот, чурогайки какие-то остаются, и то вот багрятся и так далее. Ну, косится рыба троллингом. Я сам сейчас попробовал вот этим делом, и я понял, что щука, ну, рыба косится вообще. При мне багрили леща, багрили езя троллингом. Ну, просто рыба стоит, получается, вобль проходит, и там за плавник его, там за голову, там неважно, просто рыбу косят троллингом. Ну, и естественно, то, что люди берут рыбу. Соответственно, маршрут вот это, то, что мы прошли, можно сказать, без рыбы, да, потому что сезон уже в самом разгаре, уже подходит к концу, конец июля, и понятное дело, то, что сегодня мы прошли 4 штуки. Вчера ребята ходили там 9, позавчера ходили там, завтра пойдут, и вот многие все забирают. Конечно, тут, ребят, рыбы не будет вообще. Не могу поспорить, то, что как это объяснить ситуацию, то что ну, человек поехал на рыбалку, да, он хочет поймать рыбу там домой, к семье и так далее. Что-то берут, и вот, конечно, маршрут просто выдергивается напрочь. Ну вот, поставили продольник, немного не получалось у нас. Задержались аж на 1,5, наверное, а то и почти 2 часа. Ну, вроде установили, вроде как будто все нормально, но у нас получилось, как мы столько встали, очень мелко, где-то 1,20 м где-то глубина, но ломанулись в яму, там около почти 3,5-3 метров там глубина. То бишь скатились в яму, не знаю, как что будет вообще. Ну, как-то так. Ну, место классное, кайфовое, ребят. Четкое. Завтра будем смотреть, ребят, место под избу. Так, все-таки мы решились строиться. Не знаю, как все это будет. Завтра с Илюхой посмотрим 2 места. Ну, единственное, то, что чтоб не затапливало. Остальное как будто бы без разницы. Потому что место хорошее, классное. И зимой, и летом здесь можно двигаться, рыбачить на лима. Окуня можно. Есть старицы. Весной здесь можно немножко сетками порыбачить. Короче, классное место. Ну вот, Илюха готовит, как обычно, вкусняк. Нормально. Сегодня мы с Илюхой вдвоем. Ничего, вроде все здорово. Погода, главное, погода позволяет. Погода позволяет. Самое главное. Последние жаркие денечки, наверное, у нас остаются. Не знаю, как бабе лето будет. Сказали, что вся будет такая. Да? Возможно, говорит, даже такая погода вообще стоять будет. Блин, ну это здорово вообще. Малина прет, ребята. Скоро за ягодами сходим, давайте. Морожку вон ребята ездили. Ну, не знаю, нет времени пока тоже гонять. Ну, ягода тоже идет, хорошо. Так что скоро, может, за ягодками сходим. А так все хорошо, четко. Ужин. 12 час уже, наверное. Задержались капитально. Ну, взяли палатку, что, выспимся, отоспимся. Дождя нет, и самое четкое. Речка с бортом. Тишина, красота. Ребят, все, у нас ужин готов. Поздний, правда. Ну что, наверное, часик-то точно провозили, да, Люх? Был, наверное. Уже, наверное. Сейчас достанем. Ну, нет еще. Половинка. Вот Илюха гречку такую, ребят, сделал, смотрите. Ну-ка, сейчас заценим.
Отлично. Салатик. Бомба. Что, братцы, отужинали мы просто замечательно, прям по-королевски. Ставим палаточку и еще отбой. Время у нас 12 ночи. Все, будем отбиваться. Сейчас быстро ставим палаточку. Вот такая маленькая палаточка. Как раз вдвоем. Самое то. Вдвоем вообще было. Мы там троем, ребят, помните, спали. Как-то там завалились. Ничего, коврики есть, сейчас как завалимся. И нормально. Потому что все равно будет под утро роса. Небо ясное. Расставляемся и отбой, наверное. Все, хорош на сегодня. Жил, да? Да, она же сырая была. Ну, с палатками, вот Илюка у нас не забывать, потому что она протухнет, запах. Что там потом приключилось? Ну, ничего, нормал. Еще преимущество, Илюх, вот этого коврика, то что он никогда вот в этот дугу не сгибается. Да, да, И всегда он, да, всегда он прямой. А вот этот все равно свое положение берет. Рыбалку поночевал, так, блин. Ну нахуй. Вот так вот клево, говорит. Вот так нормально. Вы что, втроем улеглись, эти говорю, насколько синие были? Я не знаю, мы вдвоем тут спали, ты залетел, парень, рубаха. Капец, замерз. Век. Ей уже, блин, на сколько, блин? Ну, года 4-5, наверное, точно. Еще мелкой не было. Да, мы ее купили. В 15. Она все лежала. Что, ты выспался, да? Нормально? Или спать хочешь? Нет, она можно оставить чуть-чуть. Подняться. Потом приехать. Пойдем. Ну что, ребят, доброе утро. Проснулись, отоспались шикарно. Позавтракали. Значит, план какой у нас, ребят? Сейчас вдвоем проверяем продольник. Мы здесь все оставили, палатку здесь все так чисто упаковали. Вот. И будем подниматься еще троллингом, попробуем. Потом приплывем, пообедаем, продольник сматываем и вниз троллинг домой. Ну, вот, короче, как-то так. Вот. Ночевали в таком месте.
вчера не показал, потому что поздно приплыли. Вот здесь такой небольшой навес, стан, так скажем. Вот у нас здесь немного продовольствия. Ладно, пойдем посмотрим по продольнику. Вчера не получался он у нас. Течение там почему-то завихряет, и поворот у нас получился. Точка сброса была где-то 1,5 метра, глубина вообще мало. Ну а потом скатились до 3,5, наверное, 4 метров. Это, в принципе, неплохо при таком уровне воды. Отлично. Возможно, окунь будет, щука. Как-то так. Ясь-то точно там не гуляет, по-любому. В основном хищник. Ну, окуня, наверное, много. Ладно, сейчас грузимся и идем проверять. Что с ним? Умер. Он на песке лежал, наверное. Нет, его щука хватала. Да? Здоровая. Точно, Она его, смотри, уже аж пережевывала. Угу. Ребят, смотрите, какая рыба ходит. Окунь такой грамм 150. Она, смотри, аж до сюда его уже дожрала. Угу. И выплюнула. Бляха-муха. Или судачина здоровый. Вообще порезы, смотри, адские. Смотри, охренеть. Блин, есть рыба, да? Еще у нас такая нормальная, причем. Есть, но не по нашу честь. Наверное, да? Как не по нашу-то? А где она? Должно все по нашему быть, Илюх. Да ты не тяни. Пускай нас случай этот течением тащит потихоньку. Где-то крюколанская, наверное, будет. Живая. Нормально именно? Нормально. Блин, ну тут и живца надо. Крупной рыбе надо живца. И чем крупнее походит, тем лучше, блин. Да ты не натягивай. Я не натягиваю, она сама идет. Так тут-то не натягивается, понимаешь? Нам надо основную леску пропускать. А не там. Нормально? Нормально. Там видишь, лодка разворачивается. Быть чуть-чуть натягивать. Сейчас, подожди. Дам чуть жизни. Опа. Смотри. Да. Вот так вот, братик. Офигеть. Что значит, ребят, продольник вообще пустой. Вначале окунь. И походу здоровая щука его просто жрала и выплюнула. Пляж поделили щука, окунь. Как-то так. Ну, остальная одна немножко поеденная и все чисто. Все нормально вроде. Думали, что окунь там хоть попадется. Горячий. Пошли троллингом выше подниматься. Погода жаркая, солнышко. Посмотрим. Сейчас по утряночке что будет. Прокатимся. Клевка. Не крупной щуки опять. Или окуня. Окунь. Опа. Слетел еще, блин. Ну. Крючки вроде острые, а что-то слетает, блин, рыба. Это люк уже трофей. Я вижу, а как его доставать для этого трофея? Ты мне одно скажи. Это уже что-то так интересное. О, бодается. Не трофей как. Что-то подачи были хорошие изначально. О, гуляет.
Не, чем трофей-то, щучка. Не-не-не-не-не. Да не очкуй ты. Ну как не очкуй? Шуй же. Шуй же. нас, шуи. Сливаем рыбу, что как можем. Нормально. Плохо сидела, да? Вообще, ну я тебе говорю, я же сразу увидел. Там за пол губы. Да-да-да. Эти уебни бегают. Пришли до Исанева, деревня. Возвращаемся обратно. Так, ну что, ребят, все, уже снимаем продольничек. Поднялись мы до самого вот деревни. Что у нас за подъем? Щучка. Ну, слили ее и окушок. Все. Продольник тоже пустую простоял. Хотя, блин, с продольником всегда рыбу доставали. Сейчас даже на продольник тишина. Немножко впустую отработали. Ну, обратно домой. Обратно в стихию. Ну, все-таки окуня потрепала здесь, щука здоровая. Когда она была под утро, ночью почти заглотила его и вот выплюнула. Что-то не понравилось ей. Не стала дальше глотать. Ладно, сейчас снимаемся. Завтракаем, точнее обедаем. Время уже к обеду. И вниз по течению тоже потроллингуем немного. И домой. Вот, ребят, смотали продольник. Ну, вот такая рыбалка, блин. Ну, июль всегда он такой капризный был. Всегда. Ультралайт, вот что-то, наверное, там можно еще побаловаться. Мелкую щурогайку. Троллинг, ну, вот ребята, говорят, рано утром. Они вот в 3 утра, говорит, ходили, вот что-то было. А мы что-то хотели встать, проспали. Гремит, гроза у нас наступает. Ну, сейчас обедаем. И вперед к дому. К вечеру, наверное, управимся. Потому что маршрут длинный будет. Ну, нифига. Вчера на подъем вот этот 4 мелкой щуки. Сейчас немножко поднялись. Щучка слили и окунь тоже слился. Вот такие дела. Ну, все равно мелочь, как бы. Все равно мы отпустили. Ничего интересного, не знаю, что покажет дальше. Ну, я думаю, такая же история будет. Сейчас хожу немножко по пляжу. Мусор собираю. Ладно, что, обедаем и в путь, в дорогу. Гремит, блин, лишь бы не попасть. Оп. Ну-ка, гремит-то, блин. Гремит, говорю, нормально. Я вчера смотрел, как будто ничего не показывал. Бог я ебал. Ой, Нифига. окунь попался. Это зацеп, короче, был поход поклевка и зацепился. Че, надолго нет, бля? Мне кажется, все, оно затянуто. Даже просветов. Что печально. Что, ребят, набрались домой, все сырые насквозь. Вещи все сырые вообще просто. Пока стояли, ждали машину, еще ливануло, вот только-только закончилось. Ну вот опять такая нейтральная рыбалка, непонятно. Рыба вообще не передвигается, не двигается. Не знаю, что надо. Ну, возможно, это жара, ребят. Немного буду психовать, наверное, и буду рвать когти на север, на 1000 километров. Есть предложение порыбачить в глухих местах. Я думаю, ребят, будем ехать. Так что скоро на каналах, я думаю, надо уже, ребят, просто уже отойти от этого бесклёвия и так далее.
буду ехать, ребят, на север. Все, спасибо за просмотр. Всех, как обычно, обнял. Пока.